проблемы для болельщиков, но при этом Константин Евгеньевич оценил форму Ювентуса. Да, цвет очень симпатичный. Диего Симеоне, как всегда, весь Ариас только приступил после Кубка Америки к тренировкам. Подача, падение. Эгберг считает, что здесь правильно. Мурата, если не ошибаюсь, отменили в мадридском матче. Как раз Мурата и Киелини здесь снова сошлись. Джорджо Киелини и тот с улыбочкой, вот так все это. Кстати, был похожий момент в Лиге Чемпионов, игре, да. конечно. Подача с правой ноги. Криштиану Роналду. Помним, как Криштиану продавливал вверх. Родригес еще может перебраться в Атлетико. Там подвисла история после травмы. Ответном матче в Туринском, когда Ювентус выиграл 3-0. Здесь до Криштиану мяч Гризмана и компании. Но подача. Вот Хамес придет только в том случае. И хозяева этой встречи. Также весь в черном, как мы видим, Маурицио Сарри. Вот с этими красивыми Милан. Да, то есть, как видим, все равно есть еще разные варианты. Англия закрыта, но исправится за прошедшие 2 сезона, когда он играл не очень. Для нынешнего Атлетико. Но, конечно, потеря Родри. Это очень важный элемент был в игре Атлетико Мадрид в нижнем составе. Конечно, уход Година, уход Хуанфрана, Филиппа Луиса. Это все серьезно. Я уж не говорю про уход провел в этой команде. Право, Кедира. Прострел у немца не получился. Дуглас Коста Прощает Ян Облак свою команду. Еще один угловой. Что он исполнил. Это Бразилия. И дрибловать. Удар поворотом. И 11 минут интереснее ходит мяч у Ювентуса. И момент сейчас у Джорджо Киелини. Конечно, Ян Облак блестяще действует голкипер мадридского Атлетико. И вот подтвердит моих слов, что вообще играют большие команды. Звезд вот этого Атлетико. Поэтому посмотреть на возвращаясь непосредственно к схеме Ювентуса, что Игуаин в составе, Игуаин на острие, Роналду, который был недавно и, возможно, будет в следующем сезоне, почему бы и нет. Пас на Рабьё, Рабьё простреливает, и мяч до Игуаина не дошел. Но все равно хороший. Как же изменился Ферман Бургас. Комбинация у Атлетико пока таких не мадридцы никому не уступает. Но такого соперника, как Ювентус, еще не было. И угловой. Хотя при Аллегри, по-моему, так и играли. Ну, я бы не сказал. Ювентус все же проход Дугласа Косты, да, после своими быстрыми ногами. Но это Сарри Болмобиль. Но пока преимущество у Ювы были первые 16 минут. Я не забыл Муштангу. Лемар. Здесь здорово играет Рабьё. И Пьянича. И вот эти 124 миллиона дефилируют по газону. И выше ворот. Видим, как Криштиану переживает. Симпатическая аппликация. Пошел Игуаин и в одно касание. Пас в направлении. Важно. Когда Юве был агрессивным. Да, сыграть. Ну, я бы сказал, что намного агрессивнее. Намного. Ну, нет. Тебе хочется так. Ну, здесь, наверное. Атлетико не боится, да, на угловой мяч Савич выбивать. Подача, и опять на месте Облак. Делик. И неудачный подбор за Пьяничем. Удар Пьянича, рикошет и угловой. Шестой угловой уже. Киелини в подкате. Опасный момент. Нет гола, Сандро. На ленточке уже мяч убивает. Да, подача Кирана Трипье. И момент 1-0. 1-0 Жау Феликс. Ну вот и Феликс. Вот и 124 миллиона. Работают. Забивает Феликс. Вот легко Ювентус дал 2 момента подряд создать Атлетико Мадрид. И здесь, казалось, атака захлебнулась после того, как Сауль не пробил. Но Киран Трипье, отличная передача. И из-за спины Хидиры, по-моему, выбегает Феликс. И в касание отправляет мяч еще и рикошетом от Тома Лемара. В угол. Войцех честный. Види? Но тебя не напрягает, что Ювентус каждый матч пропускает? Да. Наверное, это неприятно игроков. Атлетико. Мурата. Удар блокирует Киелини. Просил сыграть надежно. Игуаина в этой ситуации он находил именно Криштиан, но это уже
Жоао Феликс. Его передача на Альваро Мората. Ну, И, мне кажется, левая нога это не совсем для Марата. Семерочка опытная, пробила выше ворот. отмечу пас, конечно. И именно после его передачи все это пошло. Передача Криштиану. Вот семерочка. И они ведут в счете 1-0. Понятно. Да, нарушение правил. Есть вопросы. Диры на поле в основе, потому что, еще раз подчеркну, с ним Дуглас Коста, удар и 1-1. 1-1 сравнивает счет. Сами Ювентус. Хедира. Это сами Хедира. Вот ты его все отправляешь из Турина, а он забивает. Но здесь Облак, конечно, не ожидал этого удара. Так удачно мяч отскочил к сами Хедире. И Хедира пробил не сильно, но очень точно. 1-1. там рикошет, по-моему, тоже случился. По-моему, первый случай в истории этих команд, когда они обмербаются. Дуглас Коста. Рикошет и еще один. Разумеется, с участием Атлетико Мадрид. Разумеется. Но там нет забитых мячей. Пока вот в рамках этого турнира только одна игра была так. Коста выходил на ударную позицию. Редкий случай, когда в матче международного кубка клуба Гвадалахара еще было удаление. Забьют. Рука. Рукой у Хосе Мария Хименеса. Он, кстати, поменял номер. Взял номер Диего Година. Да, который Второй. перебрался в Интер. Да. Был удален и играл в следующем матче. Здесь нет, не было игры. Он в игре с мадридским Реалом. И официально он должен был игру пропускать. Были случаи, когда Ульрайх в Баварии был удален в следующем матче, играл потом. Уже в рамках тура, наверное, да? Потому что в Атлетико, когда выбили из пустых ворот. Вот еще момент. И какой гол от Феликса! Вот это Феликс! Вот эта передача. Как всегда сам Феликс. Но он в стиле Криштиану Роналду сыграл в матче против Манчестера, помнишь? Один из самых красивых мячей Лиги чемпионов прошлого сезона. Но здесь, конечно, сумасшедший пас Тамали Мара за голову, ну, так, мимо Матеса де Лихта, но как поймал мяч. Да. Феликс играл, мне кажется, не хуже Лемара, поверь. Момент только что был у Ювентуса, не забивают, и опять забивает Жоао Феликс. Ему, наверное, для статусности важно, но Криштиану явно не Феликсу аплодирует, а пытается как взбодрить своих. Важно, наверное, сила Бенфика. Жорже Мендеш. Ну, знаешь, когда появился Гонсало Гедеш, тоже говорили, что это вот сместились и изменились. Вот интересно, что ему Дуглас говорит за Бенфику. И сейчас уже акценты футбола. Прекрасный Гонсало Гедеш, что вот он будет прямо творить, феерить. И Жоао Феликс. Посмотрим, как стандарты разыгрывает Юве. Гуаин сбрасывает. Но Ювентус официально заявил, что была травма. И действительно, у нас такая усталость. Активен. Маурицо Сарри. Повреждение было, потому что усталость. И во избежание более серьезно. Китая долететь до Кореи. То есть там много вопросов. Криштиану сейчас бросил. Ну, а это, конечно, Дуглас Коста, который пока лучше у Ювентуса. Вот здесь не успел. Дуглас Коста. Хороший пас. Игуаин. Бьет сам вперед. Передача не прошла. Маркос Льоренте отбивается здесь Атлетико. Но 2-1. По крайней мере, с 39. К нему он его обработал, пробил с левой ноги, но слишком большое было сопротивление, чтобы попасть в створ. Вот парень повозил Ювентус. Игуаин снова мяч. И да, 2-1. 2 мяча забил Жоао Феликс. Даже бутсы не выдерживают Дугласа Коста. Кстати, любопытно, что он раньше времени из отпуска вышел своего, пока вся команда отдыхала, загорала. Категорически отказался уезжать из Ювентуса, он упас. Жоао Феликс. Ух, какая передача внешней стороны стопы. Нет, все о футболе думает. Янич хороший. Пас на Криштиану, тут возвращает мяч в штрафную. Но... Отличный Хосе Мария Хименес. Удар наносил. Не убеждает журналистов.
Но, возможно, нужно время. Не решить. Десяток набралось. И несколько из них действительно были очень опасны. Идеями Сарри прониклись. Пока убеждает Ювентус по количеству